Я приветствую всех зрителей нашего YouTube-канала. Рады представить вам продолжение нашего интернет-проекта «Достук Дастархана». И сегодня у нас греческая кухня. А греческую кухню у нас сегодня представляет руководитель греческого культурного центра «Понтос» Касапиди Деспина Ивановна и ее прекрасная дочь Мария. Я рада вас приветствовать. У нас сегодня здесь за таким дастарханом. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить судака по-гречески. И греческий салат, салат из фасоли, баклажаны. То есть это не тот традиционный греческий, который все видим? Или это вот как раз это тот именно самый? который, вот Мария расскажет, который делают в Греции, как его делают. Как делают да. в Греции. Вот на самом деле греческий салат, наверное, стал самым таким популярным вообще на всех столах, на всех праздничных столах. И поэтому очень интересно узнать, какие же ингредиенты входят в самый настоящий греческий салат. Расскажите, что мы начнем сначала делать? Но сначала я поставлю варить рыбу, судака, потом сделаю соус к нему, и потом немножечко запечем его. Отлично, отлично. А вообще, вот греческая кухня, она, я так понимаю, легкая. Она очень легкая. Во-первых, греческая кухня, она очень древняя. Более 3500 лет она существует. И она взяла от всех народов традиции, понемножечку от каждого. Но сама она была тоже очень любопытная, Греция, поэтому она сохранила свою простоту, потому что греческая кухня, она очень полезная. Там много овощей, начиная, допустим, или морепродукты, овощи, фрукты. А морепродукты, сами знаете, это начиная с барабульки, там рыба-меч, даже каракатицы, осьминоги, омары. Давайте приступим к готовке. Я параллельно буду задавать вопросы, потому что мне очень интересно вообще узнать и о вашем этнокультурном центре. Я знаю, что в этом году вам 30 лет, да, юбилей. У нас юбилей, да. Так же, как и ассамблеи. Да, вот такое приятное совпадение у нас. Вот вы знаете, что интересно, да, когда этнокультурное объединение начинает вместе с ассамблеей свои истоки. Кто стоял у истоков? У истоков в 95 году, в июне, у нас был Иван Ставрович Симеонидис. Сейчас ему 95 лет. И вот он у нас был 5 лет, да. Это старожил, получается. Уже, да, он старожил. И мы, когда начинали, у нас было такое вдохновение. Мы сразу детей в этот же год, мы отправляли, вернее, это Ленинка Грамоте, Министерство образования Греции отправляла бесплатно детей группами. Я вот возила детей. Потом каждый год пенсионеры, 1-2 пенсионера тоже бесплатно ездили. Вот поэтому это было новшество для нас. И у нас с первого дня у нас был преподаватель греческого языка. Да, вот то есть это вы греческий язык у нас школа изучаете? Да, конечно. Но сейчас у нас значит, несколько преподавателей было, и их всегда мы отправляли в Грецию. Они 8 месяцев там обучались, а потом ездили еще на специализацию, поэтому у нас были профессиональные преподаватели. Насколько уникален Казахстан, да, что у нас столько проживает разных этносов, и при этом сохраняет культуру и свою, и сочетает ее вот именно с Казахстаном. Это вот настолько, наверное, нигде такого в мире больше нет. Конечно, нет. Ассамблея сделала такую замечательную вещь. Это вообще-то мы пример для всех стран, потому что мы как создали такое гармоничное межэтническое отношение в нашей стране. Этого нигде нет. Может быть, кто-то идет уже по нашим следам, дай Бог. Вот поэтому это уникальная страна, я считаю, у нас. В этом году празднуется 30-летие ассамблеи, и, естественно, будет очень много мероприятий, посвященных именно этому празднику. И я думаю, что у вас, наверное, тоже будут проходить мероприятия, о которых мы расскажем. Да, у нас будет юбилей. Ну, у нас, знаете, традиция в нашем ассоциации греческих обществ «Филия». Допустим, если какие-то юбилеи или просто мы делаем фестиваль. У нас будет в этом году фестиваль, хотя мы образовались 12 июня, но он будет проходить в сентябре, потому что это все съезжаются после отпуска. И это собираются все этнокультурное объединение всего Казахстана. И, естественно, большой концерт, где показывает каждый центр свое творчество. Это большой праздник, которого все ждут, все готовятся. Это просто, знаете, вот сейчас все знают, что у нас юбилей, и все ждут.
Мы, получается, поставили судака варить, да? Да, теперь закипает. Ага. Теперь что-то нам нужно подготовить? Я сейчас буду делать морковь нашинкую, лук, вот потом томат, и все это вместе мы сделаем. А Мария сделает салат греческий. Ой, вот отлично. Я вообще прям вот люблю греческий салат, вообще салаты люблю. Вот сейчас она Греческие особенно. покажет, как его делают в Греции. А вот это соус дзадзики, йогурт греческий, там надо огурец, и укроп, соль. И в конце, когда ты уже ешь, тогда немножко оливкового масла. Чеснок, да, обязательно чеснок. Да. Ну, такой, получается, и соус тоже здоровый, то есть нет майонеза, да, каких-то жиров, да? Греческая кухня сама по себе очень простая. А вы знаете, что такое трапеза для греков? Это ведь не только поедание пищи, это целый ритуал. Вот они собираются в обед, семья, друзья, они отдыхают. Они отбрасывают все неприятности свои. И трапеза у них длится несколько часов. Это не просто мы сели, поели, они общаются. Это ведь дорогого стоит. Какие праздники празднуете сейчас? Ну, праздники в основном, конечно, у нас религиозные. Пасха, Рождество, как у всех. Ну, вот у нас колядки бывают на Рождество. А вы знаете, как интересно? Мы раньше ездили на машинах, молодежь собиралась, танцевальный ансамбль, у нас уже 5-й состав. Ездили по домам, а они не знают ничего. Дверь открывается, и здесь это им поют на греческом языке, танцуют, все это, им подарки дают, там кто деньги, кто что. Это ведь так здорово. Язык учите? Ну, вот. С мужем все понимаем, но говорить в семье, вот прям, чтобы говорить, не разговариваем. Как-то мы, вот больше наши мамы. Наши мамы, вот, например, свекровь моя, она мне, если надо, по телефону, она мне по-гречески, я ей отвечу. Наши дети уже немножко по-другому, но стараемся. В Грецию выезжаем, стараемся какие-то слова, чтобы точно знали. У нас, получается, для греческого все готово. Соль, передайте мне соль. Так, соль. Да, вот это. Вот смотрите, я все порезала. Крупными, Все крупно, да, получается, очень крупно. Да, я даже, знаете, что-то на весу, мне так удобнее. Вот это просто порвала. То есть все, вы знаете, греческий салат в Греции называется хорьяти. От слова хорье, деревня, хорьятики. Это деревенский салат. Фету, как обычно здесь просто режут, да? Да, режут кусочки, кубики, да. Там же ее вот так кладут и обязательно оливковое масло очень много оливкового. И причем они еще ставят тебе, если тебе мало, Еще добавь, да. Сразу не солят. Ты сам посоли, потому что оно же все расквашивается как бы. Сами солим, перчим. Каждый по вкусу, да. получается. И потом вот кто-то один обычно, это мужчина, ну, или женщина, не знаю. А он вот так вот, значит, перемешивает все и ломает этот сыр. Вот, Да, вот так. тот лучше ломается. Он, видите, он мягкий, он ломается. Вот, и перемешивает.
Вот скажите, что для вас ассамблея и что для вас Казахстан? А ну что, Казахстан это та земля, где мы родились, где мы живем. Это вот эта малая родина наша. Ну что такое ассамблея? Я уже говорила, что ассамблея это такой уникальный институт, равных нету, аналогов нету, который соединил все этносы. И который сейчас предоставляет особенно молодежи. Я вот хотела сказать про День благодарности, который мы знаем по рассказам своих предков, что это значит. И когда десятки этносов выслали в Казахстан, и когда их выбросили, просто на станции выбросили, и когда казахи дали свой кров, последней крошкой хлеба, делились. Но самое главное, они дали веру в будущее. Ведь у нас в Казахстане созданы комфортные условия для всех. Мы также можем говорить на любом языке, независимо от национальности, вероисповедания. У нас следуем своим традициям и обычаям, ведь это дорогого стоит. Нас никто не ущемляет. Поэтому, и вот, пожалуйста, наши все вот эти блюда, они тоже так же, кстати, мы знакомимся и берем что-то от каждого, так же, как и греческая кухня взяла понемножку от всего. Но свое она создала и никогда не отступала. Так же, как бешбармак. Да. Как он? Это все, я не знаю, уже смотришь за границей, везут туда казы, везут туда все, чтобы сделать этот бешбармак. Казалось, вот запах родины. Провозят, как то, что да, не провозят. всегда там можно Да. провести мясо, да, копченое и так Запах далее. родины. Вот поэтому ассамблея – это казахстанское достояние. Поэтому я хочу сказать напоследок, что да, наши ценности, все это мы должны хранить. Главная задача в чем? Чтобы мы научили свою молодежь чувству толерантности, дружелюбия, уважения друг к другу. Ведь мы делаем ставку на нашу молодежь. Это продолжение наше. Я всегда говорю, пока мы живы, спрашивайте у нас. Поэтому вот ведь мы даем уникальную возможность. Все молодежи. Ты можешь где-то в бизнесе, ты в семье можешь состояться, в государственных делах. Поэтому у тебя такой широкий диапазон. Действуй, работай. Вот на этом мы стоим. У нас сейчас открываются молодежные ассамблеи, ассамблея Жастар. Везде кафедры, в многих университетах, институтах, кафедры ассамблеи народа Казахстана. Это же здорово. Сегодня мы готовили греческую кухню, поэтому подписывайтесь на наш канал и смотрите наш интернет-проект «Достык Дастархана».